У Нестора была хорошая черта, что он был очень любил патриот, но был интернациональный. При нем работали и греки, и армяне, и все, кто умный был, интеллигентный был и разбирались в политических событиях, всех он давал достойные должности. И его поэтому очень любили. Был очень человечный, очень простой. Он на улице мог остановиться, спросить так, что приходил в институт, ходил в школу, везде интересовался, сам хотел убедиться. Все делал для своей Абхазии. Это коробила Берия. А тем временем усилил свое влияние на Сталина давний враг Нестора Лакуба, первый секретарь ЦК КП Грузии Лаврентий Берия. В 1936 году Сталин предложил Нестору пост наркома внутренних дел СССР. Лакуба отказался. Почему? Свидетельствуют очевидцы. Он даже Топчанов, когда расстреляли, 3 дня с ума сходил, переживал. Лишать жизни человека или физические меры применять, он считал преступлением. Видите, как он о его хвале отозвался? Зачем надо было убивать? Он всегда говорил, человека надо исправлять, но не убивать. А почему отказался? Потому что он сказал, я не могу быть таким, как был я года, как были другие. Я не могу убивать и сажать. Это не по моему характеру. Он знал, что этим он оттолкнет Сталина, что он отказался. Но он прямо сказал, я свой народ предавать, чтобы там людей убивать, никогда не пойду. Ему 43 года было. По сути дела, Лакуба отказал Сталину в поддержке. Его отказ означал отрицательное отношение к политике Генсека. Такое Сталин не прощал никому. Негласно Нестору был вынесен приговор. И исполнить его взялся набравший к тому времени уже определенную силу, не брезгующий ничем и никем для продвижения вверх Лаврентий Берия. Он срочно вызвал в Тбилиси опального председателя. Все дальние поездки за пределы Абхазии Нестора Лакуба сопровождал его шофер и телохранитель Давлет Чантович Кандали. Он и был единственным очевидцем всего произошедшего. И как свидетель расплатился всей своей жизнью за это. 17 лет сибирских лагерей. Он даже работал на урановых рудниках и написал об этом в своих воспоминаниях. Между прочим, мы очень были похожи друг на друга, рост, да? Потом одеваться мне заставили одеваться такого, она одевается. Меня везде и всюду, в Москве, в Грузии, везде называли маленький Лакуба. Какими членами правительства мне мошенниц, с кем я только не фотографировался. Сколько у меня было, все они пожалели. Ни у кого столько фотографий не было с Ворошиловым, Буденным, Нестор Аполлоныч, потом так, на хлеб-соли сидели, кушали. Столько фотографий было разных. После смерти Нестора Лакуба его шофер и телохранитель Давлет Кандали пришел к Саре и все ей рассказал. Свидетелем этого разговора оказалась 16-летняя Адиля Аббасова. Когда его уже похоронили, прошло время, да, и начались разные слухи. Он пришел, я зашла, а он сидел с ней в спальне ее, сидел на скамейке, и она говорит, он еще ничего не рассказывал, только поздоровались. А Сария говорит, это моя невестка, если мало ли что со мной может быть, она будет знать правду, не бойся ее. Он еще на меня посмотрел так, улыбнулся. Маленького роста, худенький, светлоглазый, еще меня назвал, ух, какие синие глаза, пошутил. И начал свой рассказ. А я сидела, все это слушала.
все, что я пишу о Несторе. Он говорит, он мне предупредил, он почувствовал, Нестор, что его вызвал не по-доброму, да, почувствовал. Он ему сказал по-абхазски: «Сымаладжерги сумыштын». Усыцыз. Да. И поэтому он подробно рассказал, как все было. И когда ему стало плохо, Берия распространил слух, что у него с сердцем плохо. Ничего подобного. Сердце тут ни при чем. А он, Нестор сам ему сказал, наклонился к нему этот Давлет, говорит: «Сырщит Авгака». Однако несчастье на этом не закончилось. В Абхазии поползли слухи о контрреволюционной деятельности Нестора Лакоба. Тело его было выкопано из могилы в Ботаническом саду и перезахоронено на Михайловском кладбище. Чуть позже в Сухуме начался процесс 13 лакобовцев, где все осужденные были расстреляны. Паника и ужас охватили население маленькой республики. Узнав, что прах Нестора Лакоба в очередной раз собираются перезахоронить на кладбище Маяка, мать Шамсна и жена Сария при помощи кладбищенского сторожа ночью увозят его в Лыхно. Однако существует и другая версия. Показания сотрудника НКВД Рождена Гангия, который утверждает, что сам проводил эксгумацию трупа на Михайловском кладбище, взяв при этом в доказательство значок ЦИКа и белый нож Нестора. По его сведениям, прах Лакоба находится на Маяке. Маяк считался всегда хорошим кладбищем. Чего бы они выкопали не здесь и повезли бы в Михайловку, это Маяк. Ну подумайте сами, что они так хотели ему хорошее место? Это все вранье, это неправда. А значок или это они могли Денисе снять. Берия все. Почему Берия не приехал хоронить? Почему? Если он был другом. Боялся, что его убьют. Вот что. Он не приехал. Это неправда. И потом Сария, мой муж, из Шексна на машину вел мой муж. На своей машине ночью уехали, что-то шепнул матери и уехал. Но я молодая, при мне боялись, наверное, правду сказать. Мать Сарии сидела дома в Сухуме, когда вечером из Лыхны вернулся ее сын Гамид Джихоглы. Она сидела, камин был там, все время бросала дровишки и вот так плакала, сидела и что-то до утра, а я не выдержала, пошла прилегла. Когда я услышала стук дверей, я вскочила. Это было, знаете, под утро, а она еще сидела. Мой муж вот так, она сидит, а он подошел, руку положил, все наклонился и сказал, она так: «Царе да бабу?» Она спросила. «Царе Нестор Яни Лыхны Хайпи». Из она спросила. Закук дрома нана ее называли. Усухет царе, утаркар и удрхот, и умбаров дехажу. От сгин зимдроб, араушикас, уцайнам, и шилочцо. Вот это я не могу, я же не писатель, я не могла придумать. Я клянусь вам, слышала своими ушами. И все же тайна захоронения Нестора Лакоба, первого председателя ЦИК Абхазии, нам неизвестна. Свидетелей живых нет. А маленькую Адили в то время оберегли от этой опасной для жизни тайны. Но где похоронен, мы не знаем. Это происходило ночью, может быть, под домом, может быть, я не знаю. Но мы все знали, что его тело в Лыхно